Поднять тему о неспасенных родных меня подтолкнуло два последних события. Первое из них – это то, что к нам в церковь пришло несколько молодых, скажем так, относительно сестричек замужних, и которые предъявили как самую главную свою нужду – это то, чтобы спаслись их мужья и их дети. Это первое. И второе – это то, что у нас было в июле, тематическое молитвенное служение. Оно было посвящено именно неспасенным родным. И вы знаете что? На это служение пришли те, которые обычно ходят на молитву. Тогда как у нас, если я спрошу сейчас, есть ли у вас неспасенные, все поднимут руки. Кто-то где-то за кого-то молится и так далее. Но люди не пришли. Почему? Почему они не пришли? Мы не будем сейчас в это углубляться. Я допускаю просто, что многие разочаровались и разуверились в том, что молитвой можно что-то изменить в вопросе спасения близких, так как они годами молятся, а результата не видят. Есть такое, драгоценное? Есть. Но ведь это ложь. Это ложь. Молитва, она имеет огромную силу. Если что-то не работает в нашей жизни, это не потому, что оно, так сказать, Слово Божье не работает, или оно работает избирательно. Совершенно нет. Это потому, что мы где-то не так что-то делаем. Тем женам и тем мужьям, которые уже давно молятся и не видят желаемого результата, я хочу задать себе сейчас несколько вопросов. Вы каждый для себя, внутри себя ответьте на них. Они касаются именно только вопроса молитвы. Первый вопрос. Как часто вы молитесь о спасении родных? От случая к случаю или регулярно, постоянно, каждый день начинаете с этого и заканчиваете этим? Второй вопрос. Какой долготы ваша молитва о спасении? Несколько секунд? Минуту? Господи, спаси моего мужа или мою жену по своей великой милости, и все на этом? Третий вопрос. Когда и как вы это делаете? На бегу, по дороге на работу, формально, религиозно, для галочки, заученными словами, или вы прикладываете свое сердце к этой молитве? И это действительно из глубины вашей души идет молитва. Это слезы отчаяния. Это молитва такая смиренная пред Богом, на коленях. Или когда вы просто лежите перед Ним ниц и стенаете. И четвертый, последний вопрос, который я хочу задать. А вы уверены, что ваша молитва соответствует Слову Божьему? На этот вопрос вы сможете ответить в конце, когда вы дослушаете эту проповедь. Видите, есть вопросы к молитве, да? И есть куда нам расти и усиливаться. Это во-первых. А во-вторых, драгоценные, Библия призывает нас не только молиться о спасении родных, но и самим нам что-то делать практически, для того, чтобы они, эти наши родные, приняли решение наконец-то призвать свою жизнь Господа. А что именно нужно делать, чтобы донести благую весть до неспасенных родных? И как правильно молиться за них, опираясь именно на Слово Божье? Вот на этом мы сегодня и остановимся подробно. Сегодняшнее слово, оно будет касаться наших неспасенных мужей и жен. Как их привести к Богу? А проповедью о спасении наших детей, тех из них, кто ни разу не принимал Христа, то есть до 17 лет будет такая градация, и те, которые взрослые дети. И вторая такая большая группа – это те, которые принимали Христа, но они ушли в мир. Я поделюсь уже после того, как вернусь с отпуска в сентябре, в конце сентября, скорее всего. Итак, начнем с отрезвляющих моментов. Драгоценный такой вопрос. Да не вопрос даже. Кто хоронил своих самых близких родственников? Тому, я думаю, объяснять не надо о той боли, о том состоянии безысходности,
беспомощности, которые им пришлось пережить в те тяжелые моменты их жизни, когда уже ничего изменить было невозможно. Но если бы такая возможность была, повернуть прямо в тот момент, всего на несколько минут, время вспять, у каждого из вас нашлись бы слова, что сказать. И если перед вами был бы спасенный родственник, вы, возможно, могли бы сказать какие-то слова благодарности, слова своей любви, которые вы не сказали, задать какой-то вопрос, который вас всю жизнь волновал, вы его не спросили. Но если перед вами, драгоценный, неспасенный человек, тогда я уверена, что каждый здесь, из присутствующих в этом зале, он бы не задал бы, а он сказал бы одно и то же. И о чем бы он говорили мы? Кто о чем? Мы говорили бы все одно об Иисусе. Мы говорили бы о спасении и призывали бы покаяться. Верно? Верно. И слова бы мы нашли самые убедительные, так как это было бы действительно из глубины нашего сердца. Мы все бы отдали в тот момент, чтобы только-только родная душа наша, она была спасена. Потому что дороже человеческой жизни нет ничего. Иисус отдал свою жизнь, чтобы мы с вами здесь были. И Он точно так же отдал свою жизнь за наших родных. Она такая же драгоценная, как и наша. Воскреснуть из мертвых, драгоценная, такой шанс выпадает немногим, скажем так. Но у каждого из нас есть не только эти несколько секунд, не только несколько часов, но есть дни и годы даже, чтобы донести благую весть до наших живых еще родных. И это наша ответственность – распространять Царство Божье. Во всех церквах преобладает количество кого? Женщин. Нас же больше, драгоценные. Больше, чем мужчин. А вы знаете, я посмотрела статистику, социологические исследования, и что вы знаете, что женщин всего на 10% больше? Вообще, так, если посмотреть. Но коль нас, женщин, спасается по факту больше, значит, мы, не будем мы сейчас, потому что такие исследования не проводились. Почему именно женщин вот больше тут у нас спасенных? Слава Богу за то, что мы более, может быть, открыты к принятию Евангелия, более вот идем на это, делаем шаги. Но тогда вопрос к нам. К нам, женщинам должно. Значит, наверное, мы с вами, дорогие сестрички, мало или неправильно сеем семена Евангелия. Есть такой вопрос? Но ведь так не должно быть. Проповедование Евангелия, оно начинается в семье. В семье начинается. Вот для нас всех такое есть ободряющее слово. 1 Коринфянам 7:14. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, а жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Драгоценные, здесь речь не идет о том, чтобы верующие выходили замуж за неверующих или женились на неверующих, верующие. Не о том речь, потому что это заведомо уже такой неравный брак, и трудностей там не миновать. Есть много нюансов, мы сейчас не об этом. Речь идет об уже устоявшихся семейных парах. Когда кто-то из супругов во время брака уверовал в Господа, как большинством из нас и произошло. А второй, еще не отдал свое сердце Господу. Ведь редко бывает, что одновременно муж и жена прям в один день, вот такое бывает, но редко, чтобы они одновременно приняли Господа. Мой супруг, например, уверовал позже, чем я, почти год прошел, почти год, 10 месяцев, точно так же и дети. Апостол Павел здесь что пишет? Он пишет о том, что неверующий супруг или супруга помещается как бы в атмосферу Божьего присутствия, в атмосферу святости, в среду, где все просаливается, где есть свет Божий. И как мы только что прочитали в 1 Коринфянам, это способствует освящению неверующего. И что важно, что вера одного из супругов, она приводит к совсем иным отношениям с Господом,
ее неверующие, ее неверующие половинки. Бог работает особо с этим сердцем. Понимаете? Но нужно признать тот факт, что не все наши сестры, которые замужем, имеют спасенных мужей. И не все братья имеют спасенных жен. Что делать с такой категорией? Ведь Слово Божье говорит, что муж и жена – это одна плоть и единое целое, да? А значит, и вера у нас должна быть одна, и Господь у нас должен быть один, и семейные приоритеты у нас должны быть одинаковые, и цели общие. А если этого нет, драгоценные, то о каком истинном счастье вообще может идти речь? Мы можем изображать, только как пела Алла Пугачева, радость. Да? Разберем вначале, как нам привести наших неспасенных мужей к Богу. Все-таки это более частый вариант. А потом мы рассмотрим и как привести неспасенных жен сегодня же. Итак, начнем с самого начала, с момента рождения свыше женщины, то есть жены, то есть вас, драгоценные. Теперь эта жена, женщина, она перешла из царства тьмы в царство Божье, в царство света, и у нее появились новые друзья. В основном это кто? Сестры во Христе. Появились новые интересы, увлечения, другие приоритеты в жизни. Она по воскресеньям уже куда торопится? В церковь. А среди недели куда? На домашнюю группу. И она старается участвовать в каких-то мероприятиях церковных. То есть она проводит свое время уже больше свободно. И где? В кругу верующих. Так как ей с ними более интересно, чем дома, чем своими родными. И она хочет быть частой в церкви. А что делают в это время родные? Родные в то же самое время начинают смотреть на нее обеспокоенно, с удивлением, относятся ко всему происходящему с ней и ее рассказам, воодушевленным о Боге, с настороженностью. И, как правило, ее восхищение об Иисусе не разделяют. И если такая новообращенная жена делает что-то регулярно в ущерб своей семье, то есть мужу прежнего внимания не оказывает, семейные традиции, ценности, домашний быт она отодвигает уже на второй план, и в такой семье может появиться уже напряжение, которое будет постепенно нарастать. К тому же в силу наших женских особенностей, потребности такой у нас есть, рассказывать все. Многие жены, став верующим, они просто начинают грузить, драгоценные, в полном смысле этого слова, своего мужа, своим познанием Христа. И тем, как мужу надо себя вести, чтобы не грешить. Чуть что упоминается имя Господа и к месту, и не к месту. И если с такой сестричкой поговорить, то она вам еще и пожалуется, что делает все, чтобы ее любимый муж уверовал. Не пропускает она ни одного шанса, чтобы рассказать ему о Христе. А он упрямый, как осел. Не то, что слушать не хочет, он неохотно отпускает ее в церковь. Мало того, что сам не собирается туда идти. А что здесь не так, драгоценные? Что неправильно в поведении жены? Казалось бы, благое дело. Наконец-то духовные вещи человек поставил на первое место. Увы, дорогие. Христианская вера, познание Бога, оно должно созидать наши семьи, а не разрушать их. Вопрос в том, что пока эта новообращенная сестричка начнет понимать Писание, и что-то научится брать из Библии, научится брать свою ситуацию, что-то из воскресных проповедей, из того, что она воспознает там на домашней группе, она наделает очень много ошибок. И пройдет какое-то время, за которое она успеет действительно их накопить уже. А с этим ведь всем придется разбираться когда-то. И бывает это уже непросто. Какой же выход? Сестру нужно научить, как себя вести в соответствии с Божьим Словом. И прежде всего, как вести себя в своей семье. Сегодня мы начнем, а далее всем лидерам домашних групп рекомендую настоятельно взять этот вопрос на особую заметку, драгоценные. Сегодня вы все поймете. Первый год нашего хождения в вере, он очень важный.
и для верующего самого в плане его духовного роста. И это самый благоприятный период, чтобы привести свою семью, в частности мужа и детей, к вере. Поэтому важно не упустить этот период и прожить его правильно. Итак, мужья, они же собственники, да? И свою жену они ни с кем делить не намерены. А тут в семье появился какой-то Иисус, с которым жена ведет общение, с которым она теперь советуется, и который для нее теперь стал авторитет номер один, и к которому она в церковь бежит, да еще и наряжается каждый раз, и бежит как на праздник. У мужа появляется, знаете, может появиться вполне ревность. Ведь он, законный муж, постепенно отодвигается на второй план. Вместе проводили раньше времени, теперь они проводят его меньше, интересы у них как бы разные. Ну и в каждой семье тут может быть свой список, да, и с чего у мужа могут быть претензии появиться к жене. И если в этот период жена поведет себя неблагоразумно, то у мужа в дальнейшем может появиться драгоценная ненависть, неприятие самого Господа как такового, понимаете? Как тот, который уворовал их семейное счастье. Просто внутри человека будет расти протест против Бога, против Библии, против церкви, против всего, что вы там его будете пытаться донести о своей вере. Он уже ставит эту преграду и протестует. А как же наконец-то дошли? А как же жене нужно себя вести, драгоценные? Дорогие сестрички, вспоминаем, что для мужчин самое главное. Какая потребность у них на первом месте? Какая потребность? Правильно. Знаете, сытый желудок, да, он важный, он далеко не главное. Главное, это чтобы для любого мужчины, это чтобы его уважали. И прежде всего, чтобы уважала его супруга, его половинка. Если мне муж говорит, ты меня не уважаешь, это знак равно, что я его очень сильно обидела, что я его очень сильно унизила, не оказала должного почтения. Хотя там вообще речь шла не о том. Значит, всегда, в особенности в этот переходный период, в среднем он длится, знаете сколько? Год-полтора. После вашего уверования вам, дорогие сестры, нужно очень-очень сильно стараться, чтобы такое уважение и почтение к своему мужу оказать, которое вы раньше ему никогда не оказывали. До этого. Никогда. Чтобы он не чувствовал себя таким невостребованным, второсортным, а наоборот, чтобы он почувствовал себя более любимым, более уважаемым, ценным, значимым для вас. И поступая так, вы тем самым поднимете авторитет своего мужа в семье в целом. И к тому же вы, знаете, что сделаете? Вы просто усыпите его подозрительность и настороженность в отношении вашей веры и к церкви. Потому что эти порочные качества, да, вот эта подозрительность, настороженность, эта вот ревность и так далее, они в этот период, когда вы начали веровать, они возросли в разы. Дьявол постарался накрутить его в этом. Так что же нам делать? У каждой женщины есть свои методы и, конечно же, хитрости. Но я вам дам некоторые такие вот подсказки, скажу так. И первый из них – это начните поступать так, как учит Писание. Апостол Павел находит особые слова для нас, женщин, христианов, которые живут с неверующими мужьями. Это 1 Петра, 3 глава. Давайте почитаем 1 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Повинуйтесь, почитайте своих мужей. Муж – это глава семьи. Аминь? Аминь. И об этом написано 1 Коринфянам 11:13, об этом написано Ефесянам 5:23. Давайте мы его откроем. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела». Дайте, драгоценное, мужу почувствовать, что он главный.
И его мнение самое важное. И его слово в вашей семье, оно последнее слово. Как сказал, так и будет. Не переживайте, что он сделает что-то не так хорошо, как вы бы это сделали. Да, потому что мы же такие. Мы все ж можем, мы все знаем. Вот, не переживайте. Господь, Он все выровняет. Главное здесь приобрести мужа для Христа. Поэтому начните постепенно отдавать бразды правления, за которые вы так держались крепко всю свою жизнь. Отдайте их намеренно, отдайте своему мужу. Поверьте, вам это со временем будет только во благо. Говорю это по своему опыту. Намного лучше, что это будет для вас, для всех. Что самый важный человек в вашей жизни муж, наверное, кто-то из вас уже это знает. Но знаете, я это осознала только на 3-й год, когда уверовала. Тогда же получила откровение о главенстве в семье мужа, да, а не жены. Вот. То есть у вас, те, которые недавно пришли в церковь, есть намного больше возможностей сделать это правильно сейчас. Каждый раз, когда вы, сестры, планируете в церковь на служение или другое церковное мероприятие, приготовьте заранее мужу вкусный обед или вкусный ужин, чтобы у мужа не было тоже, чтобы у него был своего рода такой праздник. Понимаете, в ваше отсутствие. И это его не угоняло в тоску. Вкусненько поел, но хотя бы чем-то вы должны компенсировать. Скажу честно, я так делаю всегда, драгоценный Бог, свидетель. Вот. Но не потому, правда, что я такая была мудрая с самого начала. Ничего, эти тонкости я не знала, но что мужу нужно угождать, да? Ну, потому что у меня муж такой, он военнослужащий. И он к себе требовал уважения и почтения должного с самого первого дня нашей свадьбы. Я сейчас вас просто рассмешу. Расскажу вам одну историю. После свадьбы, в первый рабочий день пришел, и тут утренний подъем, там 5:30, что ли, и мужу надо быстро собираться и бежать на этот подъем в часть. Ну, он жену будет, иди приготовь мне завтрак. А я так любила поспать. Мне так это тяжело, тем более после свадьбы. Я никак не собиралась вставать. Думаю, ну пожалеет же. Я глазки посильнее закрыла, лежу, значит, а муж говорит, нет, иди приготовь, мне некогда, быстренько приготовь мне завтрак. Я думаю, да что же за наглость такая? Нет, я не пойду. Вот тут уже принцип какой-то, я не пойду ни в коем случае. Значит, лежу. Муж, недолго думать, ему некогда. Он подходит ко мне, берет меня на руки, несет меня на руках к этой плите, берет моими руками спички, зажигает газ, берет сковородку моими руками, а я закрываю глаза. Значит, он меня ставит сковородку, достает там масло, бросает, яйца разбивает, все пожарит. Знаете, у меня сон пропал. Вот так пока он мне тут носился со мной, думаю, ну, не знаю, чем это дело закончится. Промолчала. Второе утро, представляете, ну как назло, а опять сигнал. А опять этот утренний подъем, ни свет, ни заря. И муж мне опять говорит, значит, быстренько приготовь мне завтрак. И я, думаете, что? Я же мудрая жена, да? Я ему говорю, сковородка в холодильнике, яйца разбиты с вечера. Я стала в итоге, драгоценная, хорошей женой и хозяйкой. И в ущерб семье своей ничего не делаю. Запомните это. А когда приходите, сестры, из церкви, то не тараторьте с порога, если муж вас не спрашивает, что и как прошло в церкви. Он нам не задает вопроса. А уж тем более не пересказывайте проповедь, которую он не воспримет, и вообще ему она не интересна. Ждите, пока сам вас не спросит. Или ждите более подходящего момента, чтобы поделиться теми вещами, которых я вас сейчас научу. Чем мы пытаемся приобрести мужей? Чем мы пытаемся приобрести? Своими умными словами. Так же? А чем еще? Язык-то у нас подвешен, да, сестры? Апостол Павел что говорит? Еще раз открываем 1 Петра, 3 глава. Читаем с 1 стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, то есть не слушают ваши слова,
не слушают Евангелие. Житием жен своих без слова приобретаемы были. То есть приобрести мужей не всегда получится словом, и, скорее всего, во многих случаях не получится словами. А чем получится, драгоценные? Чем? Житием своим, своей жизнью, своим поведением. Чем еще? Тут написано. Молчанием, драгоценные, подразумевается. Закройте рот, помолчите. Для нас, женщин, молчать – это великая жертва. Великая прям жертва. И второй, давайте считаем стих. «Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Как еще можно охарактеризовать такое житие? Библейское, безупречное, почтительное к мужу. Да? Такая благочестивая жизнь, она сильнее всяких слов. 3 стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде». 4. «Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». По-настоящему, конечно же, цена не внешняя, а внутренняя красота человека. Его сердце, да? Мягкий, спокойный нрав жены. Он покорит сердце мужа быстрее. И это драгоценно пред Богом. Так о чем надо рассказывать своему мужу, если он нас спросит все-таки, чему вас там учат в церкви? Чем вас там мозги ваши пудрят? Чем? Что вам там делают? Рассказывайте ему что-то из того, что написано в Слове Божьем, в Библии, чему учит вас Библия, что вы там прочитали, что на домашней группе обсудили, что у проповеди услышали. Но не все драгоценное рассказывайте, а выборочно. Только то, что ему будет полезно услышать в данный момент. Помните, что он еще не возрожденный. Один раз можно рассказать о том, что вы узнали, как нужно любить людей. И особенно любить своих мужей. И вы теперь будете ее любить еще больше. Обнимите своего мужа, если кто-то не обнимает. Поцелуйте его, может, кто-то давно уже забыл, что это такое. Обязательно нужно целоваться. Вот. Начните действовать. Скажите, я буду тебе относиться теперь более внимательно и научусь вкусно готовить, даже твои любимые блюда буду готовить. Объясните ему, что любить – это не просто объясняться любви на словах, а по-библейски любить – это означает что? Относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. И самое главное, вы, драгоценные, начните следовать так, как хотите, чтобы к вам относились, как говорит Слово Божье. Аминь. Второй раз можете рассказать, что сегодняшняя тема на домашней группе у вас была уважение. Как уважать друг друга, ставить один другого выше себя, как не превозноситься, там, не гордиться. И особый акцент был сделан на том, чтобы жены уважали и почитали своих мужей. И местописания можете привести, вот те, которые мы сегодня озвучили, Коринфянам, Ефесянам, где написано, что муж – глава семьи. И 1 Петра можете сюда добавить, что жены должны повиноваться своим мужьям. И скажите, что это Бог так установил, что мужчина во главе, он главный, а вот чтобы жена была помощницей. И когда в семье вот так все построено, Бог особо благословляет такую семью. Представляешь, Сара говорила своему Аврааму: «Господин», обращалась. Как хорошо, что ты у меня действительно вот такой хозяин хороший, добытчик, ты мой защитник, ты вот действительно глава в нашей семье. И за тобой я как за каменной стеной. Отметьте какие-то способности у своего мужа, дары, которые у него есть. Только, естественно, не переусердствуйте, драгоценные, не надо тут театра никакого, потому что все должно быть искренне. Вы же за что-то любите своих мужей? Вы же вышли за него замуж. Из этих тысяч, которые вас окружали, вы выбрали? Ну, отметьте эти качества. Вы же не живете с кем попало. Вы же лучше выбрали. Отметьте, вы его знаете. Вот, найдите, подчеркните, вспомните. А если есть у мужа, допустим, зависимости, с которыми он не может справиться, то ободрите, что верите в него, что он сильный, а теперь вместе, так как вы еще с Богом, у вас все получится. Кстати, львиная доля алкоголиков
стали таковыми по причине того, что они считают, что жены их не уважают. Но, драгоценные сестры, ни в коем случае сейчас я не бросаю никого камень и не принимайте это к себе, потому что причин для алкоголизма достаточно много и других. Хорошо? Третий раз. Вы можете прийти и сказать, что в Библии, оказывается, так много мест о том, чтобы люди не ссорились между собой, не обижались, не копили жалоб, не гневались, чтобы прощали друг друга. Особенно же попросите прощения у своего мужа за что-то, заранее помолитесь. О чем попросить прощения? Да? Попросите искренне. Дух Святой подскажет, если вы захотите. Вот. То есть сразу же действуйте, да, и спросите его обязательно. А может, ты на меня за что-то обижаешься? А я не знаю, ведь такое запросто. Мужчины, они могут носить так же, как и мы, годами вот свои обиды. Поэтому помогите ему, попросите искренне прощения и предложите ему то же самое сделать. Четвертый раз можете сказать, что в церкви подняли тему, как правильно воспитывать детей. И как важно, чтобы родители были в согласии друг с другом и все делали в любви. Предложите ему, если вы это не сделали заранее, раньше до этого, что все разногласия вы будете выяснять не в присутствии детей. И ни в коем случае не будете говорить на повышенных тонах друг с другом. Расскажите о детском служении, которое есть, и что детки делают здесь. Просто поделитесь этим. Пятый раз можете рассказать какое-то свидетельство исцеления или чуда, которое вы узнали здесь, в церкви, кто-то поделился. В шестой раз вы можете рассказать, что поняли с проповеди, как важно держать уста в чистоте, не лгать, не льстить, не быть переносчиком сплетен. Поэтому, извини, дорогой, я больше не буду обсуждать наших друзей, наших соседей. А еще теперь постараюсь говорить только что-то хорошее, благословлять, а не проклинать. И попросите своего мужа, чтобы он помог вам избавиться от этих слов паразитов, слов всяких, которые не несут жизнь, слова плохих разных слов. И когда вы говорите плохое, чтобы он нас просто говорил об этом, обличал. Вы знаете, они очень быстро соглашаются на это. И таким образом и он будет следить за своей речью, да? Начнет уже следить. И вам поможет. Вот. Только единственное говорю, не исправляйте своих мужей, что он не так сказал, то-то, то-то, а меня корректируешь. Пока он вас не просит, не надо этого делать, драгоценные. Скажите, какому мужу такие проповеди могут не понравиться? Он будет радоваться внутри, даже если он сделает маску, что ему все равно. Видите, вы проповедуете таким образом мужу принципы Царства Божьего. И просто до какого-то времени вы не делаете акцент на самом царе этого царства. Только упоминаете, не забывайте его упоминать. Но при этом не забывайте подчеркивать, что муж, он как был у вас важным, любимым, так и остался. Даже более того, вас теперь церковь учит чему-то новому и лучшему. Это для его блага, да? Подозрительность, неверие, постепенно они, драгоценные, начнут уходить. У мужа таким образом куда? На второй план. И он начнет думать о церкви уже хорошо, и уйдет неприязнь, если она уже появилась у него. Ну а если муж делает вид, что ему вообще все равно, что вы там, где вы там и так далее, что вы там научились, вот. То есть поставил стену и все. Закрыл уши, называется. Имейте мудрость, драгоценные. Какое-то время все-таки помолчать. Молитесь. Просто пока молитесь. Не торопите время. Ждите этого правильного времени. Чтобы вот так вроде бы естественно, не назойливо все рассказать о том, о чем я сейчас упомянула. Например, когда хорошо поужинали, прекрасная атмосфера. Скажите, что в церкви вы узнали, что нельзя перебивать мужа. А надо выслушивать его все внимательно до конца. Что нельзя спорить с мужем, нужно считаться с его мнением. Какой муж, скажите, пропустит это мимо ушей? Он тут же скажет, ну-ка, расскажи, чему вас там учили. Ну, наконец-то. Может, ты поймешь, как себя нужно вести. А то все тараторишь, вечно не даешь сказать. Да?
Так. Только не торопите драгоценные события. Проявляйте больше терпимости, да, и почтения к своему мужу, к его мнению и позиции. Начните сами прежде всего применять Слово Божье, как я сказала, к себе, к своей жизни. Это обязательно. То есть вы меняетесь при этом. Покажите неверующему мужу, как надо жить. Придется вам, сестры, теперь следить за чистотой своих уст. Да? И мужа смиренно выслушивать, не спорить, не умничать, возвышать его и все, что я вас научила. И ни в коем случае не прибивайте мужа, да? И не требуйте от мужа жить так, как вы научились в Библии там, или в проповеди. Да? Не взвешивайте на невозрожденного человека непомерную ношу, потому что так жить, как в Библии, можно только быть возрожденным и иметь благодать Божью. Поэтому не надо требовать, чтобы он что-то там менял в своей жизни. Понятно, да? Вот. Все это время Бог будет работать и с вашим сердцем, и с сердцем вашего мужа. И однажды, драгоценный, настанет день, когда ваш муж будет готов пойти, пусть даже ради интереса, в церковь, откуда его жена приходит такая радостная, счастливая, и где она преображается все более и более в лучшую сторону, и где ее учат таким хорошим вещам. Придет время, и он услышит истинное в Евангелии и примет его. Да, я согласна, что вам, драгоценные сестры, это будет чего-то стоить. Больше придется стоять у плиты, по вечерам больше, к ночи. Меньше отдыхать, больше угождать мужу, больше молчать. Но ведь речь идет о спасении вашего мужа, ибо об истинном счастье вас двоих, а это того стоит. Учитесь с первых дней уверования смотреть на своего неверующего супруга как на драгоценного человека, за которого умер Христос, как на заблудшего Божьего Сына, который пока просто временно находится в цепях рабства, который сам того не понимает, да, выполняет желания и хотелки своего хозяина дьявола, которому нужно помочь, да, помочь найти тот путь ко Христу. Точно так же найти, как и вам кто-то помог найти этот путь. А как быть тем сестрам, что уже давно в Господе, и это благоприятное время упущено? Драгоценная, хорошая новость. Если ваш муж жив, то все в ваших руках. Делайте то же самое. Перестаньте грузить религией. Проповедуйте так, как мы подробно разобрали. Живите так, чтобы явить им Христа. Ничего не делайте в ущерб своей семье и вашим отношениям с мужем. Просите у Господа мудрости, как правильно расставить приоритеты, и просите благодати, чтобы все успеть. И если вы действительно, вот услышьте меня, если вы действительно хотите спасти своих мужей, начните относиться к ним минимум в 2 раза уважительнее, минимум в 2 раза ласковее, минимум в 2 раза нежнее и минимум в 2 раза больше уделите им внимания. И это самый действенный рецепт. Если он не действует, подойдете мне и скажете: это наврала. 1 Коринфянам, 7 глава, 16 стих читаем. «Почему ты, знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Спасение, драгоценное, мы получаем по благодати через веру в Иисуса Христа. Это однозначно. Но такой союз, где один верующий, а другой нет, может послужить путем к спасению неверующего супруга. Каким образом? Мы уже говорили об этом. Первое – через освящение неверующего супруга верующим, то есть через пребывание его в Божьей атмосфере любви и святости, через особые отношения с Господом. Второй путь – это очень важный момент спасения мужа – это наше влияние благочестивого образа жизни и приобретенного характера. Понимаете? Верующего на неверующего. И третий, мы сейчас подробно рассмотрели, это мудрость. Мудрость верующего партнера в том, как
правильно доносить благую весть, что рассказывать о церкви и вере, а что до времени не надо рассказывать. К примеру, если вы начнете с того, что вас учили сегодня, щедро давать пожертвования и быть верными в десятине, и что если вы будете это делать с правильным мотивом, то есть с любовью, да, из-за любви к Богу, то в итоге вы будете благословены. Драгоценные. Им, хотя это и есть истина, но пока это не надо рассказывать. Ваш муж, он сразу насторожится, решит, что вы попали в ловушку, и это может закончиться очень плачевно для бюджета всей семьи. И вы сами, драгоценные, не делайте того, чего не понимаете. Все, что вы делаете, любые финансовые даяния, вы должны понимать, для чего и почему, и с правильным сердцем и мотивом. Никто никого ничего не выманивает. Это наша привилегия, драгоценные, сеять Царство Божье. Но мы не об этом сегодня. Дать советы на все случаи жизни невозможно в принципе. А в рамках одной проповеди тем более. Но вы должны уловить принципы и направления, как действовать, а Дух Святой вам в этом поможет. Еще один пример с мужьями, последний, и перейдем к неспасенным женам. Хорошо? Я сразу прошу прощения, сегодня проповедь будет немножко длиннее, чем обычно. Поэтому, если кто-то встанет и уйдет, ничего страшного. А что, если муж сразу, как только узнает, что жена пошла в церковь, встанет в позу и запретит ей туда идти? Как быть в этой ситуации? Ведь такое и есть. Помолитесь, драгоценные. И затем найдите благоприятное время, попросите мужа, просто слезно попросите, чтобы он дал вам какое-то время, скажем так, испытательный срок. Пусть это будет полгода, но не меньше. Вы за это время успеете много, но мало времени, так сказать, 3 месяца не просите, это мало. И пообещайте ему, что если за это время он увидит, что вы изменились в худшую сторону и приведет через полгода явные тому доказательства, то вы с такой церкви уйдете. У вас будет таким образом, да, время для того, чтобы доказать ему обратное. Придется, конечно же, постараться, но с Господом вы сможете, драгоценные. Вот. Так что вы работаете над собой, а Бог будет работать с вашим мужем. Это что касательно мужчин. А теперь неспасенные жены. Что же муж должен делать для спасения своей жены? Как он должен себя вести? Если с тем, какая основная потребность у мужчин, разногласий особых не было, тут последовали прям правильные ответы, да, то с женщинами немножко сложнее. Мы такие, девочки. Муж ожидает, чтобы жена его уважала. А что же ожидает жена? Я пока молчите. Если я вас спрошу, сестры, все равно я не услышу один ответ. А все скажут по-своему. Вот. Чтоб любили, скажет, чтобы говорили комплименты, чтобы там и 5-е, 10-е, чтобы муж замечал, что она делает, и был благодарным. Знаете, драгоценные, в этом есть доля правды, потому что действительно домашняя рутинная работа, она неблагодарная, ее ж не видно. А женщинам нам хочется, чтобы ее благодарили, что муж ценил и замечал, что она делает для него, что делает для семьи в целом, что муж говорил ей комплименты. Это нормально. Он говорил, какая она молодец, какая она прекрасная хозяйка, какая она чудесная жена, как она вкусно готовит, как она умеет содержать дом, как она великолепно и молодо выглядит, как она там в фасон ей идет, наряд, платье, все что угодно. Мужчины, это нужно говорить всем своим женам. А тем, у которых жены не спасены, обязательно как? В удвоенном размере. То есть, если раньше вы все это принимали, то, что жена делает там по дому для вас и так далее, вам кофе приносит и еще что-то делает, не замечали, теперь придется быть внимательным и замечать.
Все старания своей супруги. Чтобы не было так, как, знаете, в анекдоте. Вот разрежу обстановку немножко. Вот муж такой невнимательный. Жена уже и так, невнимательный он. Она взяла и одела противогаз на лицо. Муж молчит. Она говорит, неужели ты ничего не замечаешь, что во мне изменилось? Он смотрит на нее и говорит, брови выщипала. Вы понимаете? Чтобы так вот не было, драгоценные. Братья, начните любить своих жен так, как вам велит Господь. Ефесянам 5 глава, 25 стих. Мужья, любите своих жен. Как? Как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Любить, драгоценные, это не только и не столько слова, но это действие. Начните помогать своей жене или хотя бы предлагайте свою помощь. Чаще всего, я вам точно скажу, она не потребуется женщине. Вы там ей не нужны на кухне. Но вы знаете, настроение у нее поднимется. Что муж тоже готов поучаствовать. Поэтому предлагайте. А если уже она согласится, что ж, придется это и делать. Ефесянам 5 глава, 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Себя любите, драгоценные? Любите. Заботьтесь о своей жене, относитесь с нежностью. Проверьте, дорогие братья, так ли вы относитесь к своей драгоценной половинке, как требует слово. Готовы жизнь за нее отдать, все лучшее для нее сделать. Найдите то, что нужно изменить в ваших отношениях. Цель всего, чтобы приобрести ее для Христа, а в итоге вернуть и быть самому счастливому. И жену сделать счастливой. И вы говорите ей то же самое, чему вас учат в церкви. Чему? То же, что я вам говорила, только наоборот, переверните все. Как любить свою жену, как обращаться с ней благоразумно, как с немощным сосудом, что она такая хрупкая и нежная, к ней вот так надо относиться. И оказывать жене честь. А это все я говорю 1 Петра 3,7. Это я чуть ли не цитирую вам. Значит, что вас учат выслушивать своих жен, так как у женщин есть, оказывается, такая потребность, выговориться, да? И поэтому вы говорите, представляешь, я не знала об этой, что у тебя такая потребность. А теперь вот я знаю, прости меня, что вот я тебя не выслушала. Я теперь буду стараться выслушивать тебя, дорогая. Ой, жене, да? Вы только предоставьте свои уши. Я знаю, драгоценные, что вам придется чем-то тоже пожертвовать. А вы как хотели? Для нас, женщин, жертва молчать, а для вас жертва слушать нас. 1-1. Так что имейте это в виду. Вполне возможно, что некоторые жены также будут ревностно относиться к своим верующим мужьям. Тем более, что в церквях так много красивых женщин, девушек, сестричек. Не забывайте об этом, братья. Почаще говорите своей жене, что она самая-самая, что никто с ней не сравнится, и там таких нет, как она. Поверьте, что ваше внимание к жене, благодарность, проявление нежности и любви, комплименты и ваши уши сделают за год гораздо больше, чем до этого за 10-15 лет вы смогли сделать. Покажите своей жене характер и любовь Христа на деле. Если же вы сами не будете преображаться, ничего не захотите менять в своем поведении, тогда не ожидайте, драгоценные, что ваша жена, она побежит за вами в церковь, сколько бы вы ей не проповедовали. Проповедь без слов – это лучшая проповедь. Аминь? Аминь. Итак, дорогие, мы сегодня сделали акцент на благочестивом таком образе жизни, на мудрости, на понимании, что нужно говорить своим неспасенным супругам, а где нужно и помолчать. Однако нужно признать тот факт, что даже если со стороны верующей жены или верующего супруга, мужа, было сделано все по-библейски, и они и сами жили благочестиво, и поступали с мудростью, и проповедованное ими Евангелие было достаточно убедительным, и аргументы, и доказательства были приведены, все равно найдутся, к сожалению, такие, которые откажутся принять предложение о спасении через Господа Иисуса Христа. Как быть в таком случае? Ни в коем случае не сдавайтесь.
Не отчаивайтесь, а наоборот. Надо продолжать сражаться за их души, и надо еще больше усилиться в молитве. Ведь в конечном итоге спасают не наши аргументы, но спасает Бог. Бог. Без молитвы все, о чем мы так долго и подробно сегодня говорили, может не иметь должного эффекта. Но наша регулярная, искренняя молитва, обращенная с верой к Богу, может сделать несравненно больше, чем мы добьемся своими трудами даже за годы. Так о чем же молиться за неспасенных родных? Опираясь на Слово Божье, я вам подскажу несколько направлений. Вы еще не устали? Пока сидите, да? Слава Богу. Ребенок отвечает, что не устал. Первое, значит, направлением говорим, да? Первое. Иисус сказал, это мы открываем Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если Отец, пославший меня, не привлечет его». Обращали внимание на этот стих? Привлечет. Вы знаете, там слово такое «хелкуейн». Это слово означает также тащить, тянуть, привлекать с усилием, преодолевать какое-то сопротивление. Так вот, мы, опираясь на это местописание, можем просить за своих родных, чтобы Бог привлек, буквально притащил их к себе. То есть, чтобы Бог инициировал их возрождение. И Бог в ответ на наши молитвы может привлечь этих людей. Хотя, конечно же, человек может и уклониться, это понятное дело. Второе направление – это Матфея 7:7 и второе Деяние 17:27 откроем. «Дабы они, то есть все люди, имеется в виду человечество, искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Бог обещает, драгоценные, что Он недалеко. И в том числе Он недалеко от неспасенных. И что ищущие Его найдут. Мы же тоже были неспасенные, да? Нашли. Поэтому можем молиться о чем? Чтобы наши родные стремились искать Бога, стремились Его найти, стремились познать, что Бог использует обстоятельства в их жизни так, чтобы заставить их искать Бога. Понимаете? Третье, о чем можем молиться. Если, несмотря на все ваши старания, вы не можете достичь евангелизации в полной мере своих неспасенных мужей там, или жен, хотя они рядом с вами живут, да, в одном месте в квартире. Нередко так бывает, что люди иногда не совсем слушают кого со стороны, может быть, где-то недоросливые в преображении характера своего. То мы можем что делать? Мы можем опереться на Евангелие от Матфея, 9 глава, 37 стих. Иисус говорит: «Жатвы много, а работников мало. Поэтому молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою». То есть, чтобы Бог послал другого человека. Вы знаете, вообще-то нас нужно это выталкивать, да, чтобы мы шли. Но мы в данном случае, если уж все испробовали, я не говорю, что нужно на этом месте прям стоять, и пусть кто-то за вас евангелизирует. Нет. Это когда вы уже все сделали, все. Это последнее уже так. Вы молитесь, что Бог послал другого человека, и человек принимает, да, благую весть. У него уже почва подготовленное сердце. Вы уже подготовили. Поэтому молитесь, чтобы благая весть была в устах. Четвертое, следующее место Писания, которое нам нужно использовать, 2 Коринфянам 4:4. Здесь апостол Павел говорит, что несмотря на ясность проповеди Евангелия, остаются люди, которые глухи к призыву и слепы к славе Божьей. А причина в чем? Что Бог века сего ослепил. Да? Ослепил умы их так, что они не могут верить. Понимаете, драгоценные? Это не просто так. Дьявол ослепил умы их. И они стали глухи и слепы. Они бы, может быть, поверили. Так они слепые и глухие. Как они поверят? Как они услышат? Поэтому молитесь, чтобы дьявол не мог ослепить умы ваших родных. И если уж ослепил,
да, то чтобы упала всякая пелена с их сердец, духовный глаз и ушей, чтобы они могли понять и принять истину, осознать и поверить, что Иисус приносит спасение, и могли принять решение, наконец-то, покаяться и следовать за Господом. Молитва за спасение наших родных должна быть в нашем ежедневном расписании. Ежедневном, драгоценные. Итак, какой краткий вывод можем с него сделать? Буквально несколько секунд. Нам надо поменять с вами что? Отношение к своим неспасенным супругам. Они драгоценные в Божьих глазах, в руках, но они жертвы в руках дьявола. Поэтому примите решение бороться за их души до конца. Нам нужно поменять тактику нашей духовной войны за них. То есть поменять прежде всего свой образ жизни, свое поведение, метод евангелизации, являть им любовь Христа в деле. Да? Вот. Вам Дух Святой поможет. И на домашних группах, пожалуйста, разбирайте эти вопросы. И поменять силу, не силу, а поменять саму молитву. Молиться за них по Слову Божьему, как мы только что с вами разобрали. И делайте это не раз от разу, постоянно, неотступно, с верой и от всего сердца. Аминь. Аминь, драгоценные.